прошлом году 3 наших сотрудников, они являются гражданами Узбекистана, депортировали. Хотя у людей, у всех 3 были документы разрешительные на работу, у них было разрешение на работу, у них был продлен миграционный учет до окончания разрешения на работу. Но сотрудники полиции оштрафовали их, передали дела в суд и их депортировали. Хороших специалистов найти тяжело, особенно если люди понимают то, что они делают и что они должны делать. Именно поэтому наш генеральный директор пошел до конца, и он решил им помочь, потому что у людей действительно были разрешения на работу, они действительно являлись легальными, потому что получали они все это в отделении ФМС в города Красногорска. Они проходили там больницу, они проходили там дактилоскопию, то есть мы продлили иммиграционный учет на основании разрешения на работу, и нам его продлили. То есть как бы люди официально здесь находились. Я уже давно сотрудничаю с компанией, вот где Марина работает. Там очень много мигрантов работает именно вот, в строительстве. И возникают случаи, когда их неправомерно задерживают. Но тот случай был особенный, их не просто задержали, их выдворили, то есть выписали протокол об административном нарушении, направили это все в суд. И суд вынес решение о выдворении их с территории Российской Федерации. Там было 3 человека, я помню. Слушай, а там что-то у тебя вообще со цветом? Павел Сергеевич, разрешите? Да. Здравствуйте. Я вот с компанией по документикам там хотели поговорить. Что там с нашими этими рабочими? Не работать хотят, там что, минимально? Конечно, конечно, есть доверенность. Давайте доверенность. Хорошо. Доверенность. Девушка тоже? Да, разумеется. Доверенность. Но она сейчас не представляет. Хорошо. Она у нас кадровичка. Я понял. Так. Вроде мы их нормально оформляли и в УФМС. Дело в том, что, смотрите, какая ситуация. Мгм. Покажу. Чуть из другой серии, но в принципе это то же самое. Это карточка ЦБДУИ. Да. Вот, значит, соответственно, по ней мы смотрим дату въезда, наличие миграционной, наличие регистрации, я в наличие курсе. разрешения на работу патентов, то бишь есть ли человек или нет. Ну вот, соответственно, вы видите здесь налицо дата въезда 11.07.2013. А по нашим есть такие выгрузки? Идентично я показал. Как Я понял. Просто смотрите, в чем дело. Да? У них они оформлялись и получали непосредственно в... Вот я вам поясню. Там вот. Почему в базе нет? Но мы запрос направим, то есть как бы это сделаем. ИБД регион, да, ИБД регион и база центральная. А ППО территория смотрели? ППО территория. Мы все просмотрели, то бишь. Значит, Все, у них сбой какой-то. какой-то. Здесь есть, 100%. сбой быть не может. Почему? Только по одному простому. Я вам объясню. Почему. Потому что, может быть, там в связи с валом работы они не справляются, получается. Ну, это максимум там месяц, 2 мы берем. То бишь, если, мы например, на них уведомление же подали. Секундочку. Вот смотрите, какая ситуация. Если, получается, справляется там месяц-два условно, может быть задержка. То бишь, получил, например, человек в начале, например, октября, да, на сегодняшний день мы имеем 18 ноября, там, да, у них большой объем патентов выданных, они просто их не могут внести в базу. Но там, насколько я помню, у них разрешение на работу получены были аж в начале года, то бишь там 2-й месяц фигурирует. Те материалы, которые содержались в постановлении, совершенно были полностью вопиющие. То, что они работали в своем общежитии, в котором они живут и зарегистрированы, что было ложно. Значит, далее содержалось то, что их задержали непосредственно на месте работы, хотя участковый их к себе вызвал. То, что у них нет никаких документов, и те документы, которые у них на руках есть, вызывают сомнения суда. То есть суд не удосужился не направить запросы, не проверить непосредственно в отделе трудовой миграции УФМС Московской области. То есть никакая проверка не была проведена, просто
подмахнул решение, ни о чем их не спрашивал, ну как это обычно бывает. Хорошо, что И им то сейчас есть делать? Целый год, получается, не может быть такого, что целый год по базе не прошло разрешение на работу. Потом ситуация какая? Мы опять же отходим чуть-чуть там, да? Есть такая статья у нас, часть 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вы знаете, Знаю, да, да. про нее? Вот я, конечно, не могу утверждать, но, к примеру, по той же базе ЦБДУИ, получается, Федеральной миграционной службы, разрешение на работу идет нагрузка цифровая в номере. Не в серии, а именно в номере разрешение на работу. 8 цифр. Почему-то у ваших сотрудников только 7. Это у этих троих. Да. Вот это тоже вызвало сомнений, конечно. Я понял. Некоторые, Я но просто опять же объясню ситуацию. Да? поставили Мы их приняли официально, сделали трудовой договор и повезли уведомление о приеме на работу. Его приняли. Потом пришли в поселок Калинино со всеми пирогами и продлили им срок пребывания. То есть, по факту, мы ничего не нарушили. И если у них нету в базе, то поселок Калинин не имел права продлевать нам, По сути, да. по идее. По сути, да. Вот сейчас, чтобы разобраться в этой ситуации, что там у них по документам? Надо им билеты покупать, все остальное, у них даже паспортов нету, чтобы это все сделать. Естественно, им вот что, получается, назначил. Этот участковый, который сделал этот подложный протокол, он задержал их паспорта, что не имеет права делать ни один полицейский. То есть он взял их паспорта и сказал: ребята, пока не оплатите штраф и не купите билет к себе на родину, я вам паспорта не отдам. Покупать все остальное, у них даже паспортов нету, чтобы это все сделать. Естественно, им вот что, получается, назначил суд. Контролируем выдворение, да, я знаю. Да, соответственно, получается 5000 рублей они должны оплатить штраф, они должны прийти. Но к они вам с даже, готовым они билетом. даже не могут билеты купить, не могут Они снять. приходят со штрафом, мы покупаем билеты, и они плавно вместе с нами едут в Федеральную миграционную службу, где, соответственно, Так вы покупаете билет или кто покупает билет? За они счет? покупают А как они купят билет без паспортов? самостоятельно. Вот они сначала приходят с оплаченным штрафом. Мы не Так, можем подождите. просто так сказать: Хорошо, всё, секунду. да, дорогой, иди. Я и понял. То есть что документы хочешь, пока делай. задержаны, пока они не оплатят штраф. Я так Они, понимаю? да, оплачивают штраф. 10 суток на обжалование решения, 30 суток, Я соответственно. понял. Хорошо. Ну Если да. мы сейчас будем обжаловать решение, Пожалуйста, в течение тогда, 10 суток у вас тогда есть нам это нужны их время. документы, чтобы это все делать и разобраться в итоге, что Копии произошло. можете получить. А да. оригиналы почему вы задерживаете? Оригинал, потому что все-таки пока решение не обжаловано. Ну а как мы обжалуем решение без оригиналов документов? Ну, личность установлена по постановлению даже тому же самому. Если они придут в суд, да, Ну, как они обжаловать придут решение. в суд, пожалуйста, приглашайте нас, мы вместе с вами пойдем, мы готовы. Ну вы знаете, что вы незаконно задерживаете документы? Почему? Не имеете права их задерживать. Они документы. к нам приходят? Какой гарант Товарищ у нас капитан, вообще? у вас Каков гарант то, что Гарант они у оплатят вас служба штраф? судебных приставов. Если они не оплатят штраф, вы передаете в службу судебных приставов и совершенно Но на законном основании. Если так, тогда да. Но все равно я бы их, например, хотел увидеть еще раз. Ну они здесь, Товарищи. они здесь. Вот, Выдайте им паспорта, и мы все это дело решим. Никаких проблем. то есть вы готовы платить штраф, либо обжаловать Мы решение? готовы либо оплатить штраф, либо обжаловать решение и купить им билеты. Просто они, вы поймите, товарищ капитан, Ну, они не могут. 10, я думаю, мы должны Они тоже не м- смотреть вопрос. Если они у нас, получается, работали без разрешения. Разумеется. Такового нету. Я с этими документами, мы отправились к нотариусу, получили доверенности и направились в суд. В суде, изложив свои доводы и получив документы из отдела трудовой миграции, то есть предварительно была проведена работа, я поехал в отдел трудовой миграции, получил документы о том, что такие документы выдавались, разрешение на работу. Вот. Представил в вышестоящую инстанцию Московский областной суд. Соответственно, суд вынес решение о направлении, то есть об отмене решения нижестоящего суда Люберецкого в данном случае и о направлении на новое рассмотрение. На новом рассмотрении Люберецкий суд внял моим жалобам и, соответственно, отменил решение об административном выдворении данных граждан. Благодаря нашему юристу Касимову Рустаму Бабировичу, к которому мы обратились за помощью, мы эти дела выиграли. И, соответственно, люди остались у нас на работе, они доработали до окончания своего разрешения на работу, уехали домой. На данный момент они вернулись и сейчас занимаются оформлением патента. Есть у нас в стране еще возможность пока еще добиться правды для трудового мигранта. Конечно, это не во всех регионах, но вот Московская область в этом плане
проявила принципиальность. Мосгорсуд в этом плане более корпоративен со своими коллегами из нижестоящих районных судов и обычно выносит решение, оставить решение в силе. Вот. Так что вот. Несмотря ни на что. Ну, иногда бывает возможность и получается нам побороться и там. Но практика показывает, что Мосгорсуд в этом плане достаточно редко опротестовывает решения своих нижестоящих коллег. Ну, только если какие-то непримержимые факты и так далее. Так обычно практика складывается в обвинительную сторону. Сотрудники нашей организации являются как бы строителями. То есть это монтажники, арматурщики, бетонщики, плотники, шлифовщики. То есть как бы работа, которая, как сказать, работа, да, которая нужна. И Москва, она строилась, строится и, наверное, будет строиться дальше. То есть как бы и все эти люди, они крайне необходимы вот именно для того, чтобы все функционировало. Ведь, я не знаю, москвич, он не пойдет работать там на стройку, или он не пойдет мыть пол, или там мести дворы. То есть как бы здесь эта специализация строительная, во всяком случае, она и основывается на мигрантах, которые приезжают здесь, чтобы приезжают, да, сюда, которые, чтобы здесь работать, и, соответственно, они хотят здесь легально находиться. Они хотят оформить все документы, они хотят продлить свой миграционный учет, они хотят получить здесь патент, чтобы спокойно работать. Значит, работодатели зачастую бывают добросовестные, да. Вот с нами сотрудничают именно такие, которые оформляют все в соответствии с законом. Вот. Ну и, соответственно, требуют, чтобы мигранты здесь были защищены. Но есть часть работодателей, которые недобросовестные, предпочитают нанимать нелегальных мигрантов, не платить им, вызвав ФМС или полицию, чтобы их выдворили с территории Российской Федерации. Вот. Я предлагаю мигрантам здесь быть очень внимательными, обязательно оформлять все документы, подписывать трудовые договора, где будет указана зарплата, непосредственно та, которую вам обещали, а не ту, которую вам предлагают там, в конверте и так далее. Также работодателям советую не рисковать, потому что сейчас проверки идут и по офисам, и по стройплощадкам, и по кафешкам, где угодно. То есть у нас палочная система, где с тех же самых инспекторов из полиции требуют протоколы. То есть такое-то количество, вот где хочешь, там и найди. И поэтому надо, чтобы все документы были в идеальном порядке. Также мой совет – быть всегда в легальном поле, и тогда закон будет на вашей стороне, и юристы, и правозащитники смогут заступиться, смогут добиться правды. Вот. Если мигрант нелегальный или работодатель нанимает их нелегально, да, то есть, соответственно, помочь бывает очень сложно в данном случае, в данной ситуации.